В 1995 году в самом сердце села Звандрипш состоялся сход, в котором приняли участие местные жители, родители погибших в Отечественной войне народа Абхазии. Тогда было решено возвести здесь 5 памятных плит героям-выходцам из села, павшим в 1992-1993 годах, а также тем, кто сражался на фронтах Великой Отечественной войны, жертвам политических репрессий, участникам национально-освободительного отряда «Киарас» и знаменитой Абхазской сотни. При большой поддержке жителя села Лёсика Ахиба в 1996 году было установлено 3 памятника. Судьба последних 2 решилась в 2024. Средства на установку мемориальных плит для 65 киаразовцев и воинам так называемой дикой дивизии, которых в селе 13 человек, выделили из резервного фонда президента. В сельской администрации собрались родственники героев, выходцев из села, их дети, внуки, правнуки. Все они вспоминали своих родных и близких, о том, какая тяжелая участь выпала на их долю. Капач Званба был честным и справедливым человеком. Все, кто его знал, отзывались о нем только с хорошей стороны, вспоминает его дочь Изольда. Капач Званба занимался производством вино-водочных изделий в Гагре. Вместе с двоюродным братом Николаем Анчабадзе и близким другом Акакием Сангули они хотели основать винзавод и работать, но все сложилось по-другому. Отец Изольды был далек от политики, но стал жертвой политических репрессий. В те времена были какие-то дьявольские времена, когда люди друг друга закладывали по доносу ложному. И вот в числе них оказался и мой отец. Ему предлагали скрыться, уехать на какое-то время. Вот его брат двоюродный Николай Ачба, он говорит, времена очень серьезные, тяжелые, нужно как-то, потому что очень много людей страдают невинные. Но он всегда говорил, что я никаких грехов за собой не имею, чтобы скрываться от своего народа. Но тем не менее, когда он стал замечать, что совершенно порядочные люди пропадают, он не уехал никуда, потому что он боялся, что моя мать попадет в тюрьму, так как она до этого сидела из-за своих братьев со своей сестрой. 5 лет они отсидели, ее братья были Абреки Мухвари, братья Мухвари, и он боялся, что из-за него и она опять сядет в тюрьму, и вот таким образом его убрали. В памяти Изольды Званба самые тяжелые воспоминания о семье и детстве, ведь и, как и многим другим детям репрессированных, пришлось расти дочерью врага народа. Когда я была приглашена на закрытый процесс военного трибунала, который проводил процесс по всему Закавказью, я, как дочь врага народа, была приглашена на этот процесс. Я никогда не забуду, как вот этот бывший министр КГБ, он стоял спиной к нам, потому что люди с ума сходили, видя его, готовы были его разорвать, но и со мной рядом сидел Мустаджи Хоглы, родной брат, мне было тогда 19 лет, родной брат Сарии Лакоба. Он вскочил и начал кричать: «Ты вспомни, как ты прижигал тело моей родной сестры горящей сигаретой». Все были в ужасе. Люди с ума сходили, они готовы были кинуться к нему и его разорвать на глазах всей аудитории. Но процесс был процесс, поэтому старались как-то сдержать свои эмоции. Таких, как я, было очень много. Это дьявольское время, которое уничтожило все, цвет нашей интеллигенции.
История семьи Званба, как и многих других семей выходцев из села Звандрипш, описана в третьей книге журналиста Екатерины Бебия «Не забыть, чтобы не повторилось», посвященной жертвам политических репрессий в Абхазии. Все три книги написаны на основе архивных источников, а также записанных автором в 80-е годы прошлого столетия людей, лично встречавшихся и беседовавших с репрессированными. Главы третьей книги посвящены 8 селам Абхазии, и одна из них – Звандрипшу. Закут рыцхаро, жейзаюк ищен, и убртейви вибижюк, раханки и випшюк хнамфдзи. И джоушеш, ара убртейдырдзыз рагирак зиги, а советом чаада чаракон. Шазходс випшюк, и вибижюк, раканки випшюк, а советом чара аагавица, кяраз алахулаца, Нестор Лакоба Яргавица, Ракон и Дырдзыз. В здании администрации была организована выставка, посвященная героям-выходцам из села Звандрипш, участникам национально-освободительного движения, репрессированным участникам Абхазской сотни и Кяраза. وبرايح نربوت حبدوشة حابة حاشة حاشة يا درب في الخطر أبريا بقى أكبر بورقة بس نبنت كرة وبريا بروجكت خلصنا يحط خلاص دارت يسبوك وبريا بريزيدين جو يحط خلاص. Теперь в самом центре Звандрипша увековечены имена героев-выходцев села. 5 мемориальных плит с разными именами и датами, промежутком почти в столетие, объединяет одна история. Все эти люди проливали кровь за свободу и независимость Абхазии. Гугу Савардания, Инал Гвинджия, Абхазское телевидение.